Так, ну что, поезжаем из Судака. И едем в Коктебель. О. Править фары надо задние. Придется часть маршрута ехать на этом, на ЕМТБ, потому что у меня уже одно отделение пропало. Сегодня такой день, да. Ветреный день. Да, красота, ляпота. Придется топить на ЕМТБ сегодня. Давно я не ездил на ЕМТБ так. Это потому что сегодня температура 28 и ветер. Вот. Ветер. Ну, погнали. Попил кофейца с протеиновым батончиком. Хот-дог уже не стал есть, а продавщица меня запомнила, видимо, и такая: о, а что это вы сегодня без хот-дога? А я такой говорю: ну, сегодня выходной, сегодня мне некогда есть хот-доги. А она: понятно, ну ладно. Вот. Сегодня нам надо крутить педали домой, чтоб не по темноте прям уж ехать, хотя бы к 9 быть в Коктебеле. 1,5 часа у нас есть, чтобы доехать в Коктебель. Но мы, наверное, не успеем. Что-то мне так кажется. С подъемами этими. Будем крутить в ночную. Ночная смена. Да. Что не говорю, это пустота.
Погнали, погнали. Не, сегодня на Меганоме офигенно было, да. Какой-то там фонтан поставили прям в море. Зачем фонтан в море, с какой целью? Непонятно. В общем, что-то поставили, а что непонятно. Так, чисто для красоты, для развлечения. Ну, сегодня, кстати, не так много людей, будний день. Ну, еще видно, что еще как бы не так много туристов, гостей. Вот. Были, уехали, а новые еще не приехали, чтобы так массово. Ямы. Я к тебе бегу, а ты от меня. Сотый раз, что пропишу, а ты тишина. К черту все с тобой сотру, убери поцелуй. Я с тобой бегу, я тебе рада. Я тебе никто не будет рад. Я качаю снова мэл, будто бы маяк. Словно буря пронесла, словно внутри меня. Я одна на танцполе. Дружу, дружу. Да, горы фантастические. С поля дружу. Странно, на Гармине вообще не показывает, что мы едем на велокомпьютере, а на часах показывают, что мы проехали 11 километров. Let's go party! Everybody! Фу. Давай, братан! Едь! Газу, братан! Сейчас будет подъем. Сейчас будем тащить в подъем. Свеженько так под вечер становится, а там за солнечной долиной там будет свеженько так, там типа как перевал, что ли. Погнали! Да, тяжко нам придется сейчас на подъемах там. Ну как тяжко, не то что тяжко, ну просто что мы спешим. Вот. Поэтому как бы так. Спешим, да, так если не спешить, то нормально.
Красота, ляпота. Если не спешить, то в принципе так нормально все. Сейчас пойдет подъемчик. Хорошо, что я сегодня в футболке еду, а не в майке. В майке было бы так свеженько. Футболка чуть-чуть это так согревает. Да, лето. Не, в принципе нормально, тепло, да, но просто чувствуется, когда на скорости вот едешь, ветер такой свеженький. Свеженький, да. Надо было жвачку купить, блин. Забыл про жвачку. Вот была бы такая дорога вся. А так, блин, это кусочек только такой нормальный. Как-то здесь очутился. Ну, не совсем кусочек, он дальше там идет, да. Выше как-то здесь в одном месте асфальт нормальный, а дальше есть разбитый. Погнали, погнали. Вспомним нагрузочку на ЕМТБ. Да. Вот что значит ветер. Ветер при скорости, и все, заряд садится быстрее.
Так что как-то так. Это я раньше перед этим велосипедом у меня был велосипед Куб. 2 батареи у меня было там по 500-ке. Вот я на нем постоянно ездил из Нового Света, из Судака в Орджоникидзе на ЕМТБ, потому что на турбо не хватало. Это я на вот этом уже стал на турбо ездить при хорошей погоде, ну, летом, потому что здесь заряда на 125 ВХ больше, чем там было. Да, там я на турбо мог проехать, наверное, километров 50, где-то так. А здесь 62-63. Даже, может быть, я ж до конца нет, где-то на нас даже 65. То есть чуть побольше, на 15 километров. Вот. На 15 километров. Пошли на подъем. Фу. Пошли. Сало ждем на подъеме. А на обычном велосипеде вот этот маршрут, даже просто из Судака в Феодосию, это просто жесть. Это тяжело. Очень. Так я доезжаю за 1,5 часа, ну, плюс-минус. А на обычном велосипеде, ну, где-то часа 4 надо ехать. Где-то так, 3,5-4 часа. И ты приедешь просто весь ушатанный, без сил. Очень тяжело, да, на обычном велосипеде. Подъемы все вот эти. Тут в основном подъемы. Не, ну спуски есть тоже, ровная дорога есть, но много подъемов, которые выматывают. Ну вот один мастер там с Ялты, к нему пацан там приходил и типа говорит: ой, типа электровелосипед, типа что он там это. А тот ему: ну представь, ты в Ялту, ты на Петре вот едешь. Он на электровелосипеде доедет туда за час, а ты за 3-4 часа, как бы, вот, и ты ушатаешься, а он нет, вот и в чем разница. Просто комфорт, да, комфорт, скорость. Не так устаешь. Ну, это примерно типа как с Жигуля пересесть на какую-то там хорошую иномарку, там на Kia, Hyundai, там за лям 200, там за лям 400. Примерно так же.
если сравнивать в машинах. Вот. Фух. Погнали, погнали, погнали. Крутим, крутим, крутим. Фух. О, определение переключилось, нифига себе. Там кто-то сзади едет, здоровый. Тягач. Окна Стар едет. А сейчас у нас будет спуск. А мы сейчас попьем водички. Ух, комаров сколько. Пойдите нахер. Комаров сколько, надо быстрее отсюда драпать. Погнали. Ну его нафиг. Комаров капец сколько там. О, кайф просто. Просто кайф. На спуске кайф. О! Никого там сзади нету. Фух, залетели. Давай, 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 давай. Жарим, жарим сало на подъеме. О, тяжко, но можно ехать. Ну, а на простом велике это где-то, если я сейчас тур режим поставлю, вот тур режим, да, это примерно так же. Но на тур режиме, да, это как на простом велике здесь ехать просто жесть как. Ну, там скорость где-то 7, 8, может быть 10 максимум. А здесь еду я 20, 22. 23, вот где-то так. То есть сейчас скорость в 2 раза больше на подъемах. По ровному, ну тоже, наверное, в 2 раза, да, больше. На спуске это уже не зависит. Это уже как какая база,
колеса. Ну и насколько ты можешь разогнаться, да. Здесь уже двигатель, мне кажется, уже никак. Ну, может, чуть мощнее, да, можно. Так, ну что, едем дальше. Солнечная долина на связи. Фух. Вот такие виды. Ла-ла. Вот такая скала. Ух. Кто-то лазит там. Эй, люди! Да. Не, да, место здесь такое офигенное. Место силы. Нам еще чуть-чуть подъема осталось, а потом будет длиннющий спуск. Фу. Крутим, 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 крутим. Фу. О, облачка такие он красивые. Закат, да, скоро закат. Сколько там время? 20:07. Ой, ну в принципе нормально. До Коктебеля до 9 должны успеть. Фу. А вот мое место здесь. Я здесь люблю останавливаться. Фу. Сейчас встанем. О. Фух. Вот такая красота. Лепота. Фух. Так, ну поехали дальше. У нас время есть 50 минут, чтобы доехать до Коктебеля. Ну, чтобы уже в Коктебеле быть, чтобы уже был, чтобы уже начало темнеть. А там уже до Орджоникидзе рукой подать, там легче уже. Ох, тут ветерок такой прохладный. Фу, да, свеженько. О! Пошли подъемы. Машут рукой мне. Приветствуют велосипедистов, которые преодолевают такой непростой участок дороги в одиночку. Ну, компания, когда едешь, да, веселее. Там бодрее, там все это происходит дело. Но когда один едешь, ты когда вот на камеру снимаешь, оно ж разговариваешь на камеру. И как бы, да, тоже так не скучно. А если без камеры ехать, просто так ехать, молча там, да, то, конечно, оно не так весело ехать. А так едешь, рассказываешь, потом это все видео монтируешь, выкладываешь в YouTube. Веселее тогда все-таки снимать. Ну, то, как с палки себя снимать, это, конечно, по таким дорогам, это как бы
не очень. И это надо медленно ехать. А что мне медленно ехать? Мне медленно ехать неинтересно. Мне надо притопить там, ускориться. Так что поэтому для меня лучше вот так вот снимать с груди. Вот. Фу. С груди, да. Что-то я смотрел, что у меня седло там трескаться начало, надо заказывать седло. Ну да, я уже на нем сколько езжу, полгода уже. Да, все, блин. Все, короче, приходится менять каждый сезон полностью. Седло, колодки, тормозные диски. Потом, что там еще? Потом, так, что там еще? Ну, трансмиссию, цепь, кассету, задний переключатель. Ну, задний переключатель, кстати, он не так сильно изнашивается каждый сезон, но можно оставить его еще. Ну, желательно поменять, да. Вот, ну вот, короче, все вот это каждый сезон надо менять. А если посчитать так, каждый сезон надо, ну, наверное, тысяч, сколько? 1040, блин. У меня все дорогое, блин. 40-50 тысяч, да. Колодки, да, дорогие. Тормозные диски, да, дорогие. Один диск стоит 8-9 тысяч. Ну, тормоза это, да, это как бы основное. Диски, колодки. Фу. Ну, кассета, цепь, задний переключатель выходят где-то 1016. В общем, если все посчитать, то вот выходит сумма около 40-50 тысяч надо мне каждый сезон, чтобы это все менять. Вот. Дорогой байк, да, на простом велосипеде обслуживание все в 2 раза меньше. Ну, где-то может в 20-ку, где-то так. Ну и он круче, чем обычный, нифига себе. По горам всем, блин. Где хочешь, там и ездишь. В этом его фишка. Вот. А мы подъезжаем уже к спуску. Фу, капец. Сейчас попьем водицы. Фу. О. Постоим чуть. Вот, а тут машкарни. Ха-ха. Короче, не постоишь ни хера. Надо ехать. Машкарня, падла, летает. Машкарня летает, капец. Погнали. Фу. О. Сейчас свеженько будет у нас тут. Юзик.
А время сколько я не посмотрел. 20:16. Но должен постараться успеть к 9 быть в Коктебеле. Сейчас турбокнопку подключим. В принципе, здесь уже можно, уже осталось 3 деления сейчас. На 3 делениях с этого места хватит. Красивенько, надо стать, заснять дорогу красивую. Погнали. Погнали дальше. Никого там сзади нету. Самый офигенный спуск на восточном побережье Крыма. Такой длинный, если бы еще дорога была нормальная.